Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Сегодня отмечается День памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной станции. По городу и району сейчас проживает 41 участник последствий. Мы пообщались с теми, кто 32 года назад спасал территории Советского Союза. 26 апреля 1986 года стал черным днем в истории человечества. Эта беда коснулась и жителей Чувашской республики. На ликвидацию аварии отправились тысячи земляков. Рискуя жизнью и здоровьем, они честно выполняли свой гражданский и воинский долг. Так судьба сложилась. Попали в офицерскую бригаду особого риска. Обслуживали 4-й блок крыши. Половина, значит, обслуживали крышу, а половину обслуживали Чернобыль-2. Там было климатическое оружие. В 16 году рассекретили. Конечно, многие из нас ушли. Хотелось бы, конечно, в будущем, чтобы нас никто не забывал. До сегодняшнего дня вот плечо болит. Здоровье, конечно, пошатнулось. Тут разговор нет. Все. Вот. 50% после 86 года дети рождены больные. Вот бы им оказать бы помощь. Вот для этого мы сейчас стараемся. Вот здесь собрались вдовы, больные дети. Вот у нас в Турмушах есть Володя, похоронил свою старшую дочь. Вот младший болеет. Лев Никифоров попал в Чернобыль в 45 лет. Здоровье пошатнулось, есть недуги по сей день. Повезли нас на Украину, на Чернобыль. Это 28 сентября было. Значит, ночью нас вывезли. Ну и в Киев прибыли. С Киева нас встретили, привезли уже на саму станцию. Ну, были мы, значит, в Ленинградском военном округе находились. Нас, значит, месяц мы находились еще там, на территории, ну, как за пределами 30-километровой зоны. А потом уже 18 октября поступила на станцию. На кране. Там вот эти ломы. Все, лом там убирали, новый устанавливали вместо лома. Серафиму Смирнову сейчас 86. Те страшные события помнит, как сейчас. Когда удостоверение получил, мне пригласили в Санкт-Петербург к госпиталю на обследование. Я там месяц лежал, и обследовали. Я спрашивал лечащего врача, радиация есть? Есть радиация. А как вытащить? Никак. На всю жизнь уже досталось в организме. Историй много. Ежегодно количество участников уменьшается. В результате радиационного воздействия потеряли здоровье. Дети родились больными. Радиации очень сильно. Прибор даже отказывал. 100 миллирентген. Это смертельная доза, говорят, было. Но у нас 2 оставили в части, а 3 отправили в госпиталь после заражения. Мужество и героизм участников чернобыльских событий отмечали сегодня все присутствующие. Я от имени главы города Канаш Михаила Виталия Николаевича и от себя лично хочу выразить огромную благодарность и признательность всем участникам этой ликвидации. Вы, не жалея своего здоровья, своей жизни, помогли нашей стране, нам, молодому поколению, чтобы не было последствий этой страшной аварии. Низкий вам всем поклон. В Краеведческом музее выставлена экспозиция портретов наших героев. Спасибо от всех, от нас, я думаю, все тоже со мной согласятся. Маргарите Филимоновне, которая вот это все содержит и нам помогает, и всегда нас это встречает любовно. И вот такое вот это все сохраняется. Ее титаническим трудом сказать, ну, ее руками. Олеся Григорьева, Павел Павлов, «Вести недели». Город Канаш – территория опережающего развития. Муниципалитет примет инвесторов, будет развиваться бизнес, появятся дополнительные рабочие места. Город заживет по-новому. В ходе 19-й сессии Государственного совета обсуждались темы будущего Канаша. Михаил Игнатьев в своем ежегодном отчете о деятельности Кабинета министров сделал акцент на развитие железнодорожной столицы Чувашии. Одним из стратегических направлений деятельности правительства республики являются развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и развитие новых видов деятельности в моногородах республики. В 2017 году моногород Канаш получил 227 миллионов рублей из Фонда развития моногородов и консолидированного бюджета республики. Эти средства направлены на строительство автомобильной дороги Аниш, реконструкцию канализационных очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в городе Канаше.
В этом году на строительство объектов инфраструктуры моногорода Канаш будет направлен 915 миллионов рублей. Объекты инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года. 16 марта еще одна победа. Появляются льготы для тех, кто решит строить свой бизнес на территории города. Что это дает? Это даст возможность городу Канаш создать новые рабочие места, развить новые виды деятельности и снизит зависимость от градообразующих предприятий, а инвесторам создаст льготные условия для реализации инвестиционных проектов на территории города, включая налоговые льготы и послабления по отчислениям в небюджетные фонды. Это достаточно серьезный инструмент поддержки бизнеса. Он создает для предпринимателей более привлекательные условия. Снижение ставки налога на прибыль с сегодняшних 20% до 5% первые 5 лет и до 10% последующие 5 лет. Другим важным и возможным преимуществом является освобождение от уплаты налога на имущество и землю, а также самое главное – это снижение отчисления страховых взносов в внебюджетные фонды с 30% до 7,6%. Территория опережающего социально-экономического развития создана в границах моногорода Канаш сроком на 10 лет. Этот срок может быть продлен по решению правительства Российской Федерации еще на 5 лет. Очень благоприятная среда для развития нашего родного города Канаша. Помимо указанных объектов, в 2018 году начнется строительство мусороперегрузочных станций в городе Канаше. С 2015 года республика уверенно сохраняет позиции в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической ситуацией. Это на самом деле правда. Об этом есть оценка природоохранной прокуратуры, наших общественных институтов, которые представлены на федеральном уровне. Проекты по современной утилизации твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и создание комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции Зауражной в Чебоксарах признаны лучшими инвестиционными практиками, проектами на территории Российской Федерации. В этом году начнется строительство мусороперегрузочных станций в Канаше и последующем Шумилинском районе. День малого и среднего предпринимательства провели совместно с Канашским районом. Заинтересованных лиц было много. Совещание прошло в рабочем порядке. Обсудили наболевшие вопросы, на них ответили представители Минэкономразвития. Создавая организации и предприятия, резиденты ТОССР получают колоссальные льготы. Если налог на прибыль сегодня 20%, то в первые 5 лет они будут платить 5%, в последующие 10 лет – 10%. Страховые взносы будут для резидентов намного ниже, чем для всех остальных предпринимателей. Если с 2019 года у нас страховые взносы будут в размере 34%, то для резидентов 7,6%. По моменту регистрации тех вновь вводимых объектов дополнительно будут представлять льготы по налогу на имущество и по земельному налогу. Но вкратце я основное объяснил. И единственное еще, что акцентирую внимание на том, что территория ближайшего развития, она в границах города Канаш. Это принципиально, и мне кажется, это всех заинтересует. Для тех, кто будет на базе старых своих предприятий рабочие места, критерием будет удвоение численности работников. Республика предлагает несколько видов форм поддержки малому и среднему бизнесу. Но в 2017 году, как отметила начальник отдела предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии Зухра Магомедова, подобными льготами воспользовались немногие. В этом году помощь будет оказана вновь. Начальник отдела призвала активнее пользоваться господдержкой и льготными кредитами. Это налоговые преференции всевозможные, это, в общем, все для вас сделано, только работайте. Предприниматели активно включились в разговор. Были вопросы по господдержке, защиты прав и интересов. Глава администрации Канашского района Владимир Степанов ознакомил с некоторыми инвестиционными проектами муниципалитета и остановился на недоработках. Приемных пунктов с охлаждением у нас сегодня ни в районе, ни в городе ни одного. Отсутствует недостаточно убойных цехов, максимум 2, там, которые имеют лицензию. Нет переработки мяса. Сегодня в Батырском районе Шугырдан на каждой улице уже менее убойный цех с первичной глубокой переработкой для готовой продукции.
Вот эта ниша должна быть восполнена. Сегодня, несмотря на то, что год прошлый был немного тяжелый в сельском хозяйстве, но тем не менее цифровая экономика идет, зашла и в наш Канавский район. За 2 года 6 тысяч гектаров введены в эксплуатацию, земли еще свободно имеются, поэтому вас приглашаем. Рентабельный бизнес, рискованный, но тем не менее с такими, как никогда в условиях поддержки, думаю, надо воспользоваться. Активность предпринимателей должна расти. На это делаются большие ставки. Впереди создание новых успешных бизнес-проектов. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Павел Павлов, Дворец культуры. Юбилейный концерт эстрадного ансамбля преподавателей «Экспромт» прошел в концертном зале детской музыкальной школы. Он собрал друзей творческого коллектива и всех неравнодушных к музыке зрителей. С репертуаром и историей образования ансамбля ознакомилась наш корреспондент Марина Баринова. Вот уже 20 лет творческий коллектив ансамбля дарит канашцам и гостям города известные и популярные произведения, играя на музыкальных инструментах, на первый взгляд несовместимых по звучанию. Но, как видите, они отлично и современно звучат вместе. И это благодаря профессионализму руководителя ансамбля, заслуженного работника культуры Чувашской республики Владимира Кириллова, создавшего этот коллектив и собственноручно написавшего партию для каждого участника. Случай был такой, что к нам однажды из Чебоксар приехал состав, очень похожий на наш, из детской музыкальной школы. Я сейчас не помню какой-то. И меня это именно и сподвинуло. Почему у нас не собрать? У нас даже больше инструментов по разнообразию и по тембру, чем было у них. И я предложил своим девушкам, педагогам. Им было интересно. Они с удовольствием согласились. Первый наш концерт состоялся 6 марта 1998 года во Дворце культуры. Трудности были лично у меня, когда интересные вещи приходилось расписывать с музыкальных файлов, когда не было нот, не готовых партитур, потому что состав очень разнообразный. Просто некоторые инструменты фактически друг с другом не сводятся, то есть не гармонируют. Но приходилось все это преодолевать, и в итоге борьба за качество звучания, за своеобразность победила. Все девушки с удовольствием играют в оркестре. И мы еще мечтаем нашу творческую жизнь продлить до энного количества времени. Я не знаю, насколько у нас душа позволит и пальчики побегают. Несмотря на творческий возраст, сегодня «Экспромт» впервые выступил с большой и интересной программой, репертуар которой был до боли знаком каждому. Подарком стали песни в исполнении выпускников музыкальной школы. Несмотря на занятость творческого коллектива, ансамбль «Экспромт» принимает активное участие в жизни города. Вот буквально недавно у нас состоялся концерт за полчаса до весны, где выступали замечательные ансамбли преподавателей нашей музыкальной школы. Не только наши, к нам приезжали и из Татарстана, и из Ульяновска, и из республики. И вот этот ансамбль настолько запал в сердца всех слушателей этой конференции. Низкий вам поклон от наших друзей из Казани. Казань говорит, Казань за вами не угнаться. Спасибо большое, что вы несете такое высокое искусство, что вы дарите такой затор хорошего настроения, бодрости. Дай Бог вам всем долгих лет жизни, творческой жизни, всегда быть в таком тонусе и дарить радость людям. Водопад поздравлений не прекращался ни на минуту. Все желали коллективу долгих творческих лет жизни, а также новых песен и новых друзей. Марина Баринова, Елена Блатцева, Павел Павлов. Музыкальная школа. Дорогие телезрители, поздравляем вас с Днем весны и труда. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
продукция компании «Молочный двор» пользуется спросом у покупателей всей Чувашии. Свидетельством этому является то, что ежедневно с территории Канашского сельскохозяйственного рынка отправляются в путь десятки специализированных машин, развозящих свежее молоко, отборную сметану, масло и творог. Мобильные точки продаж имеются в городах Чебоксары, Канаш, охватывается вся Чувашия. Молоко – классический продукт. Именно в неизмененном виде, без консервантов, оно попадает на стол потребителей. Свежий удой проверяется в лаборатории на качество и незамедлительно отправляется в путь. Всю выпускаемую продукцию «Молочный двор» можно приобрести в специализированных точках продаж. Такой отдел имеется и на территории сельхозрынка города Канаша. Масло сливочное, топленое, шоколадное, 100% качество. Классический творог, сметана уже полюбились покупателям. Мои внуки очень любят творог со сметаной на завтрак, поэтому я покупаю все натуральное. Это масло натурального советского качества. И производитель этого масла – «Молочный двор». Канашский сельскохозяйственный рынок приглашает за натуральными продуктами. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 139,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня второй раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами. Покупайте товары по акции. Сахар 1 килограмм 19,90. 50 килограммов 995 рублей. Масло подсолнечное 5 литров 199 рублей.